Энергетическое сердце Западной Якутии – это, конечно же, каскад Вилюйских ГЭС. Западный энергорайон республики – один из крупнейших в энергосистеме Якутскэнерго и уникальный по условиям эксплуатации линий и подстанций. Он объединяет Айхало-Удачнинский, Мирнинский, Ленский промышленные узлы и группу Вилюйских сельскохозяйственных районов. Сердце энергоузла каскад Вилюйских ГЭС, от которого на север и юг веером отходят линии электропередачи. Северное направление – это 3 ЛЭП 220 кВт, Вилюйская ГЭС Айхал-Удачный, которые являются уникальными линиями высокого напряжения, сооруженными в условиях крайнего севера. Каскад, в котором работали немало поколений энергетиков, и по сей день является одним из уникальнейших в своем роде. Чтобы он еще долгие годы служил во благо людям, за его состоянием тщательно следят. Сейчас мы находимся в тоннеле, который проходит внутри плотины, а называется он цементационной патерной. Над нами высота плотины составляет 75 метров. Этот тоннель предназначен для того, чтобы следить за состоянием плотины. Так как тоннель проходит сквозь плотину, в нем образовывается давление, в результате чего появляются трещины, из которых просачивается вода. И именно эта струя воды позволяет следить за поведением плотины. А кроме этого, есть еще ряд способов отслеживания состояния плотины. То есть это на какое время засекается? Да, потом смотрим. Определяется объемным способом. Да. Вот 200, величина 10 секунд. Пересчитываем в литры. А это много или мало? Пойдем посмотрим. У нас есть предыдущий замер, есть еще предыдущий. У нас... Мы меряем здесь давление, напор, вот, а потом мы откручиваем. Это тяжело. И там будет водичка. Мы ее тоже померяем. Да. Ну давай вот этот попробуем. Мы сбрасываем давление, подождем, пока немножко вода сольется, то есть полностью давление снимется, процесс стабилизируется, будет показывать, когда натуральный. Вот. А потом, в течение времени, мы тоже делаем замер. Это называется измерение дебитов пьезометрической скважины. А для чего это делается? У нас разные пьезометры. Есть у нас контактные, есть у нас глубинные. То есть контактные – это которые идут на контакте основания и подошвы плотины. И вот в зависимости от того, какое там давление и какой расход, мы потом также по критериям измеряем, какое у нас состояние основания и контакта. Ну, вот Сейчас за какое время? сейчас было 15 секунд и 100 миллилитров. Да. Ну, это в этом пьезометре. Бывает, вот внизу мы не дошли до куда. Там бывает... И все эти замеры куда потом заносятся? Сначала мы вот тут вот на месте, мы, значит, заносим это в блокнот полевой. Вот. То есть ходим с напарником, мы по 2 ходим. Человек записывает, я вот вам диктую, вы записываете. Потом мы приходим в журналы, специально у нас целая полка их, обрабатываем в журналах, а потом мы строим графики, таблицы, сводим годовой отчет и вот смотрим в течение за период времени, какие у нас идут изменения. И по критериям оцениваем, страшно, не страшно, хорошо, прекрасно, плохо. А и вот дальше... это давление откуда поступает? Вот вода? Это вот она пробурена до основания. Вот у нас есть контакт. С основания? Вот... С основания или с контакта. У нас 2 вида здесь пьезометра. Грубо говоря, это просто, значит, забурена труба, и в самом конце на определенном горизонте она заперфорирована. И то есть, если вода, там если какой-то водоносный слой есть, вода эта начинает давить, правильно? То есть давление, она давит. То есть да. определенный столб давления возникает в этой трубе. И вот по этому датчику, по манометру и по дебету мы определяем величину этого фильтрационного давления именно в конкретной данной точке. Так как плотина достаточно старая, каждый год его дополнительно укрепляют. А эти укрепления подготавливают, как правило, в зимнее время. Всем этим опять-таки занимается участок эксплуатации ГТС. Вот, на данный момент что сейчас происходит? Бетонщики участка по эксплуатации ГТС в зимнее время занимаются, значит, отливом бетонных плит, перекрытие дренажных каналов. То есть сооружение достаточно уже старое. И часть плит нам приходится менять. Зимой мы их отливаем, и потом в летний период меняем. Только в летнее время меняется? Ну, как правило, да. Как правило, только в летнее, потому что зимой, вы сами видите, у нас снег везде. А для чего эти плиты предназначены? Эти плиты перекрывают дренажные канавки. То есть для того, чтобы можно было проехать техники, пройти и вот этих целей. То есть как бы укрепление? Да, это просто плиты перекрытия дренажных каналов. А за состоянием водохранилища и плотины с наружной стороны следит специальный мини-флот. Участок плавсостава, который занимается обслуживанием акватория и гидротехнических сооружений.
Вот расскажите, пожалуйста, вот для чего предназначены вот эти вот катера, буксиры? Ну, вообще у нас есть в составе гидротехнического цеха участок плавсостава, который занимается обслуживанием акватории, обслуживанием гидротехнических сооружений. В частности, например, зимой мы все ставим катера на отстой, но одно судно у нас постоянно находится в дежурном режиме. Вот в данное время мы стоим на нем. Да, вот мы на этом катере сейчас находимся. Значит, этот катер предназначен на форс-мажорный случай, если вдруг что-то произойдет, и нам, например, потребуются водолазы. Мы, вызывая водолазов, этим катером обеспечиваем их работу. Здесь находится барокамера. То есть, ну, специалистам понятно, что для чего нужна барокамера. То есть, если вдруг водолаза нужно, так скажем, поместить для рекомпрессии, то есть должна быть барокамера в обязательном порядке. Поэтому вот этот теплоход, в общем-то, здесь нам, так скажем, обеспечивает нашу потенциальную возможность защиты сооружений в зимнее время. С использованием плавсредства. Ну, как правило, подводящий канал у нас в этом районе не замерзает. Мы, в общем, мы спокойно можем работать в подводящем канале. Если нам будет надо, мы пройдем и до подводящего канала ГЭС-2. Владимир Терещенко, один из старейших работников каскада Вилюйских ГЭС. В поселок Чернышевский он пришел работать в 1975 году электриком с 4-м разрядом. И вот как он вспоминает о далеком 75-м. Пришел с 4-м разрядом сюда на станцию. Тогда, конечно, были специалисты в то время. Они монтировали, как говорится, делали станцию и остались здесь. В каком году было? Ну, это, получается, 75-й год вот это спустилась эта очередь вторая. И как раз это, ну, те, которые работали, они остались у нас работники. И я пришел как молодой, пришлось учиться у них более, как говорится, таких. Да, опыта набираться. А по сравнению с 75-м, сейчас как? Ну, сейчас легче, конечно. Сейчас у нас новое оборудование. То, что было, стояло на генераторах, половина заменена уже, убрана, более современное оборудование. И, естественно, работать легче, но надо, чтобы было что-то в голове. Человек, который как много лет проработал здесь, молодые люди здесь приходят, как они работают? Молодые люди. Вот, например, человек пришел, который сейчас недавно устроился, вот, Роман Черноволик. Я, может, не нарадуюсь этим человеком, потому что прекрасный работник. И вот сейчас с Кириллом мы говорили, Кирилл Самосенко. Он тоже с техникой закончил. И на вот весной, вернее, летом. Эти ребята желают работать и работать. А сами как учат на практике? На практике показываю, рассказываю, передаю свой опыт. Как это делать, что делать, как это легче сделать. Что самое главное в вашей работе? Добросовестность, я считаю. Потому что и желание работать. Если нет желания работать, человека не заставишь работать. И не научишь. А чтобы человек стал нормальным специалистом здесь на станции, ему надо отработать примерно, 3 года это такое, а вот 5 лет, я уже на своем опыте знаю, что 5 лет отработав на станции, он знает все, где что находится и как делать. Потому что 1-2 раз разобрали, это капитальный ремонт, каждый год все разбирают, то в процессе, если он раз разобрали, собрали, 2 разобрали, собрали, это еще мало. Ему надо действительно вникать, потому что сразу все человек не может охватить. И ему, чтобы в процессе все знать, ему вот 5 лет примерно, чтобы он нормальный специалист, на которого можно положиться и который будет делать, у которого смекалка будет хорошая, будет знать, как это сделать. Если что-то в аварийной ситуации, если произошло, то он уже не растеряется, будет знать. А так, если год-два отработал, если аварийная ситуация, он не сможет справиться и растеряется. Владимир Васильевич сейчас уже бригадир участка электрических машин. Он и его бригада обслуживают машины, которые работают на постоянном токе. Мы находимся в помещении аккумуляторной батареи. Это вот, что мы сейчас видим, оно раньше представляло деревянные емкости, банки назывались, свинцовая оболочка была. И в мою бытность, потому что я в 80-м году
устроился, я работал. Мы монтировали, я помогал монтировать эту батарею. А как Часть батареи составляет из старых элементов, часть из новых была. Но так как она уже выработала свою, как говорится, функцию, мощность, и мы решили ее, вернее, руководство решило заменить. И то, что вот в Марзале там наверху аккумуляторы стоят в банке, это вот будет меняться. Это будет убираться все. И То есть это какого года? 86-го года. И для чего они предназначены, все эти аккумуляторы? Это постоянный ток для обслуживания оборудования станции, где работает, если на постоянном токе, релейная защита, потом у нас масляные выключатели, воздушные выключатели, они работают на постоянном токе, и вот это все, вот эта батарея, она вырабатывает где-то 260 вольт полностью, постоянно. Да, в совокупности. Но для наших потреблений всего надо 230 вольт, 225. То есть, а сейчас на какие будете менять? Будем менять на малообслуживаемые, Более современные? более современные, в пластиковой оболочке. И они обслуживаются, доливку воды, например, в 3 года раз. А вы эти? Эти постоянно, потому что у нас отопление воздушно, как говорится, тепловое, воздухом отапливается помещение. И когда воздух проходит над банками, он, естественно, водичку забирает с собой, испаряется вода. И получается, что доливка в каждую неделю. Неделю раз получается. Надо доливать, а то, что влияет на работу батареи. Цех метрологии, где все приборы в обязательном порядке проходят сверку с эталоном. Ведь в электростанции все приборы должны отражать очень точные показатели. Все приборы каскада проходят через руки этой опытной женщины, выпускницы электротехнического факультета Пермского политехнического института. Я закончила электротехнический факультет, специальность инженер-электрик. И вот 87-й год. Как вы начинали свою работу? Мне вообще было вот так страшно. Я вот пришла, мне казалось, я вообще ничего не знаю. И коллектив мужской был полностью. Женщине в мужском коллективе тяжеловато же работать. Это так как я такой человек закаленный. Я здесь в Чернышевске живу с 66-го года, с 2 лет. Когда меня мама отвела в садик, я не знала ни одного слова по-русски. У меня было такое полное погружение в русскую. Вот, мне было очень тяжело, я приходила, рассказывала маме. Мама, вот нам сказали, положите руки на пояс. Я говорю, какой пояс? У меня же пояса нет. Или там зарядки. Положили руки на носки. А я прям буквально перевод делала. Говорю, у меня носков нет, у меня колготки. Было очень тяжело. Это меня закалило, наоборот. А у меня мама была очень мудрая женщина. Она говорила мне, чтобы я дома разговаривала только на русском языке. Я у нее спрашивала, почему я должна с тобой по-якутски. Она говорила, понимаешь, ты закончишь школу, поедешь в какой-нибудь город, там обучение ведется на русском языке, и чтобы не было трудностей никаких. Да, и чтобы не было трудностей, потому что у нас среди нашей национальности очень много, вообще склонны к технике, но не могут выразить свою мысль, не могут сдать экзамены, на своем родном языке. И поэтому мне мама заставляла говорить на русском языке. А в данное время чем занимаетесь, как работаете? Ваша должность, кстати, какая? Я инженер по метрологии. Что это означает? Что это должность? Метрология – это такая наука, служба, которая выполняет задачи по выполнению единства и требований точности измерений. Вот мы ежегодно приборы все электроизмерители возим в Якутск для сверки с эталонной базой. А в Якутске, это центр стандартизации, возят свои эталоны в Москву. И так передается по ступеням. Эталон с высшей ступени, ниже и доходит до Чернышевска. А требуемая точность измерений требуется для того, чтобы мы вырабатывали конечный продукт этой электрической энергии заданной частоты, заданного напряжения. Чтобы, допустим, если чтобы в сетях, по-простому говоря, чтобы на сети было напряжение, чтобы на все электрические приборы, которые сейчас у нас полно, компьютеры, стиральные машинки, работали Показывали точные данные? Не показывали, чтобы они работали, не сгорели, потому что у нас нет
повышенного напряжения или частота, допустим, если не заданная будет, то все, вот это все оборудование у нас это выйдет из строя. Чтобы для того, чтобы оборудование все работало стабильно. Да. А на чем основывается ваша работа? Начнем. Вот у меня вот эта установка – это источник переменного тока. А вот установка – это источник постоянного тока. И я беру все приборы, которые у нас установлены на ГЭС, на счетах управления, по которым оперативный персонал следит за технологическим процессом. У меня есть график калибровки этих приборов, мы их снимаем, я сама вот, допустим, снимаю. Иногда даже когда оборудование бывает в работе, это очень опасно, потому что если я неправильно там что-то сделаю, то может полностью выйти линия из строя или генератор я могу остановить. Поэтому надо иметь большой опыт работы и, естественно, знания надо. Это очень, во-первых, действующее напряжение, во-вторых, там, вот зимой, представьте, да, вот линия выйдет из строя. И вот эти приборы я вот на этой установке сравниваю с эталонами, прогоняю. Эталоны это что? Эталоны – это единица меры, допустим, там амперметры, вольтметры, и меры электрического сопротивления, частотомер эталонно есть. Мы их это сравниваем и проверяем, соответствует они заданному классу заявленному или нет. А в основном какое оборудование проверяете? В основном вольтметр, амперметр, вот еще преобразователи. Если сложный это электронный прибор, это преобразователи активной и реактивной мощности, ваттметры. А вот эти вот все вольтметры, амперметры, для чего здесь установлены? Чтобы знать, как сказать, вот этот источник переменного тока вырабатывать, чтобы я могла их замерить и сравнить с испытываемым прибором, который я калибрую в данный момент. То есть аппаратура подсоединяется вот сюда вот и сравнивается с эталоном? Да. Если мне, допустим, не подходит, мы там регулируем, отдаем ремонт. Если все нормально, мы ставим свой клеймо, которое зарегистрировано это в Москве, клеймо, что я несу ответственность, что этот прибор показывает значение действительное. Также вот наша лаборатория занимается высоковольтными испытаниями. Еще мы испытываем трансформаторы, генераторы, выключатели повышенным напряжением. Каким образом испытываете? А у нас есть такой нормативный документ, где все расписано, допустим, трансформатор испытывается раз в 6 лет, таким-то напряжением. В течение 1-5 минут мы подаем повышенное напряжение, если этот, допустим, аппарат электрически выдержал испытания, то он может в дальнейшем эксплуатироваться, что в течение 5-6 лет это оборудование, гарантия того, что это оборудование не выйдет из строя. Человек, который вы испытываете, вот трансформаторы, генераторы, наверное, знаете, а с годами техника, оборудование вообще насколько изнашивается? Меня этот вопрос всегда интересовал, я спрашивала, вот сколько вот у нас в России, сколько лет может быть служить вообще это ГЭС? Мне сказали, что 100 лет пока. Но если будут идти там модернизации, капитальный ремонт, наверное, я думаю, что можно удлинить срок службы. Я имею в виду сооружений, это гидросооружений, плотины, зданий. А оборудование так в общем лет 20, хотя генератор, трансформатор дорогостоящий, вот они у нас уже 40 лет эксплуатируются, но вот трансформаторы мы в течение времени поменяли на ГЭС-1 все. А на генераторах через некоторое время меняют обмотку статора, допустим, потом систему возбуждения мы поменяли. Все равно так обновление оборудования стало. Генераторы работают стабильно, турбины крутятся идеально, приборы показывают точно. Значит, электричество вырабатывается согласно всем стандартам. И затем вся эта электроэнергия следует в ДРУ – закрытые распределительные устройства. Следуя в ДРУ, мы проходим через главную компрессорную. И вот для чего нужна эта компрессорная. Компрессорная высокого давления предназначена для обеспечения сжатым воздухом
воздушных выключателей, которые находятся в закрытом распределительном устройстве, где мы сейчас с вами были, для переключения воздушных линий. А сколько атмосфер вырабатывает вот это комплексное? Ну вот новые компрессора, которые в данный момент вы видите, сейчас смонтированы, они вырабатывают 100 килограмм сил на сантиметр квадратный. То есть конечное давление 100 атмосфер. Производительность 3 кубических метра. А вот от 100 она как-то снижается? От 100 через перепускные клапана подается 40, а для выключателей перепускные клапана подают давление 20. А до этого какие компрессоры стояли? До этого были установлены компрессора такого же завода, но более мощные, они были на 230 у нас. А в связи с чем вот поменяли на новые? Ну, в связи с, те компрессора морально уже устарели, эти более-менее современные, мы переходим на единую базу. У нас и в марш-залах, и на ГЭС-2 на ЗРУ тоже установлены такого же типа, чтобы перейти. И те компрессора были намного трудоемкие, требовали большого затрата, дольше работали, поэтому вот решили смонтировать новый компрессор. А вот и само помещение СДРУ. Здесь поступившее электричество преобразовывается и электролиниями передается западным электрическим сетям. На трассе установлено 4000 опор. Общая протяженность линии в одноцепном исчислении составляет 854 километра. В южном направлении от каскада Вилюйских ГЭС уходят две линии 220 киловольт протяженностью 105 километров на Мирный. На подстанции номер 1 центральная трансформируется напряжение 110 и 10 киловольт. Далее по ЛЭП 110 киловольт линия идет на Ленск, Сунтар, Нюрбу, Верхневилюйск, Вилюйск. В 2007 году суммарная выработка электроэнергии в каскаде Вилюйских ГЭС составила 87 миллиардов 627 тысяч 474 киловатт в час. А вот за тем, как и куда идет электричество, следят вот из этого пульта. Это центральный щит управления каскада Вилюйских ГЭС. Это главный щит управления каскада Вилюйских ГЭС. Отсюда ведется контроль за подачей большей части электроэнергии всему западному электрорайону республики. Диспетчеры главного щита управления внимательно следят за всем происходящим и отражают все на специальном журнале. Итак, электричество выработано в главном щите управления, датчики и приборы показывают о стабильной работе обоих ГЭС. Теперь теми самыми линиями электропередачи электричество идет в Мирный, где расположены предприятия западные электрические сети. Вот какие люди работают в каскаде Вилюйских ГЭС поселка Чернышевский. Вместе с ними мы узнали, как сила воды превращается в электричество. А в следующей передаче мы познакомимся с профессионалами своего дела западных электрических сетей.